Здравствуйте, дорогие наши друзья и помощники. Наши хвостики прилетели в Москву, и за это всем вам огромная благодарность. Вы не прошли мимо, а откликнулись на нашу просьбу о помощи. И прилетели у нас не 2 хвостика, а 3. Сейчас я вам расскажу очень интересную и фантастически счастливую историю спасения нашего третьего прилетевшего. Надежда поехала в ППЖ за несчастным придушенным малышом. Нашла его и забрала на передержку. Это мальчик. Мы об этом уже узнали, как только она его забрала. И придумали сразу имя. Василек по цвету глаз. Море эмоций. Все очень порадовались, что нашли его, и он живой. Вот такой сыночка у нас есть. Среднего роста. Холки он 45 сантиметров. Совсем щеночек. Вот такой сладушка. Вот такой Маська. Смотрите, какой роскошный мальчик с ППЖ у нас. А зубки, видите, какие вот щенячьи. И голос у него такой щенячий. Характер очень хороший. Спокойный. Особо не тявкает попросту. Только если кто-то там стучится из чужих, и все. Да, сыночка? Высоты боится. Думаю, что-то наверх, скажи, поставили. Что такое, скажи? Но, отойдя от эмоций и радости и присмотревшись, мы понимаем, что это не та собака с фотоотлова. Разный рисунок на мордочке. Да и потемнее он как-то по цвету. Только глаза одинаковые. У нас часто бывали путаницы с белыми, с черными. Или иногда забирали вроде как мальчика, потом оказывалось, что это девочка. И наоборот. И к этому мы уже привыкли и относимся абсолютно спокойно. Но чтобы перепутать пары голубых глаз, такое у нас произошло впервые. Сейчас-то мы уже поняли, почему это произошло. Ведь на фото и видео из ППЖ мы собак полностью не видим и даже не понимаем их реальных размеров и реальной расцветки. А тут еще собачка сидела в темном углу с прижатыми ушами, вся зажатая в комок от страха. Ну и, конечно, работники ППЖ не стали искать, а выдали нам счастливчика Василька. Мальчишке сказочно повезло. Он спасся благодаря похожести. Ну, это прям как в индийском кино. Хотя, может быть, действительно малыши и были из одного помета. Конечно же, мы решили искать и второго хвостика. Ведь было бы неправильно оставить Василису, так мы уже назвали эту девочку новенькую. Очень уж группе понравилось именно это имя. И ведь наша цель была спасти именно придушенную собачку из-за ее чудовищного, истощенного телесного и психического состояния. И опять тревога, и опять вопрос, а жив ли он, раз нашли и забрали другого. Надежда вновь по нашей просьбе поехала в ППЖ искать второго. И, о чудо, нашлась она, и живая. Да, девочка была очень худая, одни кости, вся шерсть клочьями в разные стороны торчала. Но это уже абсолютно не важно. Главное, что она нашлась и жива. Конечно же, мы забрали и ее. Ведь было бы неправильно оставить нашу Василису на произвол судьбы и не спасти. А дальше все пошло прям как по сценарию, что лишний раз подтверждает: от судьбы не уйдешь. И все, что не делается, все к лучшему. Вот наше солнышко, вот наша девонька. Доча, вот она собралась лететь в Москву. Стресс у нее сильнейший. Доча, доча, боится. Ничего, скоро полетишь. Вот будем радоваться она. Нам дали 3 места на вылет в Москву, хотя одобрено было 5 мест, но пассажир согласилась вывести всего 3 хвостиков. А это как раз столько, сколько надо именно нам. А на передержке у нас согласились взять и 3-го. Мы решили отправлять всех 3 новеньких. И вот наши Василек, Василиса и Феликс. Так мы назвали мальчишку, которого взяли, а потом обратно вернули в ППЖ. Прилетели в Москву. Полет они перенесли отлично. Вылетели и прилетели вовремя. На передержке сразу же пошли со всеми на контакт. Они уже гуляют большой и дружной компанией с сородичами. Аппетит у всех отличный. Конечно, они все худенькие, но
Самое главное, что бодренькие, веселые, и потихонечку мы их откормим. И мы очень рады, что сложилось все именно так. И спасены еще 3 жизни. Да, вы мои хорошие. А чего ты, куда ты убежал? А куда ты убежал? Да, вот они все. Да. Вот девочка, вот наш мальчик. Ой-ой-ой, а ты что ругаешься? Да, мой хороший, да, мальчик, да. Огромная благодарность всем, кто с нами, за вашу помощь, за вашу поддержку и за веру в нашу команду.